Сергей Дзантьев вновь избран мэром Владикавказа. На вакантную должность сити-менеджера претендовало 5 человек. Комиссия с каждым из них общалась лично, предложила ответить на 10 вопросов. Все они касались организации местного самоуправления, социальной сферы, ЖКХ, транспортной сети, градостроительства и архитектуры. За предыдущие годы Дзантьев проявил себя как ответственный градоначальник. За время его работы в должности мэра Владикавказ заметно преобразился. Однако много вопросов по-прежнему остаются нерешенными. Как говорит сам вновь избранный мэр, задач очень много. Их решение зависит не столько от работы представителей городской власти, сколько от бюджета, который сформируют на следующий год. Вопросов очень много в каждой сфере, Конечно, у нас социальный бюджет, и мы реально понимаем, что социальные проблемы выступают на первый план. Я еще раз повторюсь, надо признать, что какого-то такого роста экономического трудно ожидать, поэтому надежда на решение всех социальных проблем в первую очередь, и, конечно, вхождение в какие-то федеральные программы с тем, чтобы решать те же проблемы детских дошкольных учреждений, потому что только через федеральную программу можно решить этот вопрос. Вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России на повестке дня сегодня не стоит. Об этом на пресс-конференции во Владикавказе заявил экс-президент независимого государства Эдуард Кокойте. Он также подчеркнул, что Братская Республика по мере возможности будет поддерживать позицию России на международной арене. Что касается воссоединения Юга и Севера, позиция бывшего президента неизменна. Осетия должна быть единой, но воплощать это надо не на бумаге, а на деле. Кроме того, Кокойте посоветовал уважать выбор, который население Южной Осетии сделало несколько лет назад. Тогда подавляющее большинство жителей проголосовало за независимость республики. Организовывать новый референдум сейчас, по крайней мере, нелогично, отметил он. Политик говорил и об экономических проблемах, которые могут возникнуть у независимого государства. Акцент будут делать на развитии инновационных технологий и сельского хозяйства. Сейчас нам нужно продумать всю экономическую составляющую и опираться на свои собственные силы. Я так думаю, будет правильным, если мы определенно сосредоточим силы на таких технологиях, современных технологиях, инновационных технологиях. Это раз. Второе, сельское хозяйство. Потому что на сегодняшний день Южная Осетия в год завозит приблизительно на 7 миллиардов продуктов из Российской Федерации. Это те продукты, которые можно производить у нас и в Южной Осетии тоже. Владикавказ отметил 97-ю годовщину Октябрьской революции. Колонна демонстрантов с транспарантами и красными полотнищами прошла по центральной улице города. За последние годы день начала Октябрьской революции утратил свой привычный эпитет «Великий». Сначала этот праздник получил новое название «День примирения и согласия», а вскоре и вовсе исчез из календаря. 7 ноября – обычный рабочий день, но для тех, кто еще помнит советское время, это одна из самых важных дат во всей тысячелетней истории нашей страны. Я ребенок того времени, когда была и пионерия, когда были октябрята. Для меня этот праздник это много значит. Сбербанк будет помогать местным предпринимателям в условиях импортозамещения. С 1 ноября работает новая программа кредитования малого и среднего бизнеса. Теперь клиент может рассчитывать на снижение процентной ставки по беззалоговому кредиту. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Северокавказского отделения Сбербанка России Александр Золотарев. Он ответил на вопросы журналистов в преддверии 173-летия кредитного учреждения. В условиях дорожания доллара и евро Александр Золотарев порекомендовал хранить деньги в той валюте, в которой люди получают зарплату. Он также посоветовал вкладывать сбережения в недвижимость. У нас на рассмотрении сейчас очень много серьезных масштабных проектов, начиная от семян, по постройке завода, семян, молочной фирмы, индейка, свиноводство, то есть это очень глобальные, овощеводство, очень глобальные серьезные проекты, в которые люди смело заходят. Россия отметила День сотрудника органов внутренних дел. Во Владикавказе торжественные мероприятия начались с минуты молчания в память о погибших при исполнении служебных обязанностей. От имени руководства правоохранителей поздравил глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Он отметил, что стабильность и безопасность в республике в первую очередь заслуга именно сотрудников правоохранительных органов. А руководитель МВД Артур Ахмедханов пообещал, что в сложившейся ситуации служить полицейские будут не хуже, а только лучше. Абсолютное большинство честных, порядочных граждан ценят ваш труд, знают, что вы на переднем крае борьбы за права, свободы гражданина,
за то, чтобы он спокоен был и не переживал ни за свое имущество, ни за свое здоровье, ни за жизнь свою и своих близких. Четвертый республиканский турнир по вольной борьбе среди юниоров завершился в Дегоре. Первенство посвящено памяти Султана Бердиева и ежегодно проводится родственниками бывшего главы Дегорского района. В этом году за золотые медали боролись свыше 180 атлетов. Их приветствовал председатель правительства Северной Осетии Сергей Токоев. С каждым годом турнир памяти Бердиева становится все более популярным и интересным. Для большинства участников это первое серьезное спортивное испытание. Турнир проходит очень организованно. Тут большое внимание уделяет и гостям, и ветеранам, и участникам. Вот каждую команда обеспечивает и питанием. Всем. Так что ни один человек на этих соревнованиях не обделен вниманием.